Айзбат Туркулович, вот скажите, пожалуйста, основные цели принятия этого закона, в чем заключается, вот, вкратце? Это приведение в соответствии с международным стандартом? Уважаемый Карим Назарович, ну, вы правы, во всем мире идет процесс в эту сторону, когда меньше людей находится под стражей, потому что, если вы даже посмотрите обоснование, почему под стражей, чаще всего потому что мы не знаем, где он находится, что он делает и так далее. И вот даже вот один пример, если разрешите, чуть разверните, отвечу на ваш вопрос. Вот за 2022 год, если мы возьмем данные, следователи в Кыргызстане подали в суд ходатайство 7407 на заключение под стражу. И всего 41 на подписку о невыезде. И всего 500 на домашний арест. То есть менее 5% это вместе взятые подписка о невыезде и домашний арест. Хотя говорят, что там браслеты там сидят и так далее. Но если мы считаем, что если это будет отдельная мера пресечения, как во многих странах, то она заработает. Потому что мы не только браслеты, мы весь спектр возможностей будем использовать. И судьи, я уверен, и исследователи будут чаще обращаться именно к этому инструменту, потому что здесь будет возможность ответить на те вопросы, вот я теперь, которые они обычно ставят, что мы будем знать, где человек находится, мы будем контролировать его передвижение, и тем самым мы снимаем проблематику его нахождения под заключением под стражу. Вот для этого мы идем за международными стандартами развития, для этого мы предлагаем такую новую меру пресечения. Спасибо, это очень, я думаю, продвинутый такой законопроект, который позволит нам сегодня не только сэкономить, как вы пишете, финансовые расходы, да, с содержанием обвиняемых в следственных изоляторах, но и позволит, я думаю, наверное, нашим гражданам чувствовать себя более свободно, если не такие тяжкие преступления, да. Но в связи с этим еще некоторые вопросы есть. И вот на данном этапе будет ли осужденный при дистанционном правосудии иметь возможность беспрепятственно общаться со своим адвокатом? Это тоже второй вопрос в нашем законопроекте. Если посмотреть законы других стран, той же России, Казахстана и так далее, там, если человек не хочет идти в суд, он имеет право онлайн участвовать, там, и даже из СИЗО. А у нас только одно основание, если надо обеспечить чью-то безопасность. То есть фактически обязаны. Его видели скандалы, когда люди не хотели идти, там, или беременные, их заставляли. Просто такой был закон. Теперь мы предложили, чтобы они могли проводить это онлайн. И к вашему вопросу. И мы сделали, вот я сразу как руководитель ведомства, к которому относится служба исполнения наказания, хочу сказать, что у нас готов приказ, вот я вот беру ответственность, говорю, и мы вводим такую практику. Если человек участвует в онлайн-суде, мы даем ему дополнительное время для встречи с адвокатом и даже для встречи с родственниками, потому что выяснилось, что чаще всего люди хотят ездить в суд у нас, к сожалению, в Кыргызстане, чтобы увидеться или с родственниками, или с адвокатом. Мы эту проблематику будем решать. Мы сделали ремонт, сделали комнаты, где хорошие камеры, и встреча с адвокатом будет дополнительно предоставляться, если человек согласен на онлайн-суд. Это ведомственный приказ. Не, мен сизменен мақұлмын ушул жақтанчы. Вот я думаю, необходимо обеспечить соблюдение прав обвиняемого в первую очередь. Анан кейін надо предусмотреть подзаконные акты еще, а также определить условия и порядок использования электронных и иных технических средств контроля. В этом плане Кабмин, я думаю, должен разработать и отразить в проекте закона подзаконные акты, да, соответствующие. Вот судопроизводство осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон. А дистанционное участие в судебном разбирательстве не ограничит ли принцип открытости судебного заседания? Уважаемый Карим Лимзарович, я думаю, нет. Потому что человек, если хочет участвовать вживую, у него есть это право. Он напишет, он спокойно поедет и будет участвовать. Но если он не хочет, потому что, вы знаете, в регионах у нас очень далеко надо ездить, у нас не хватает ресурсов, у нас органы внутренних дел часть работы нашей делают, возят. Потом из-за этого сколько отложек происходит в судах, затягиваются дела. Поэтому человек, хорошие камеры, хороший телевизор, он спокойно может участвовать. А адвокат мы сделали, может быть, и в СИЗО, и может быть в суде, если хочет. Дополнительное время с адвокатом. А если человек почувствует, что он хочет все-таки сам участвовать, мы это право ему оставляем. Это не императивный подход.
Ну, в справке обоснования вот электронное наблюдение обеспечивает рентабельную и действенную альтернативу традиционным формам, да, временного ограничения свободы. А вот у вас есть ли насчет этого какие-то расчеты и просчитаны ли риски при такой системе? Мы расчеты проводили, я вот назвать сейчас не могу, потому что идет работа, но она ведется. Кабинет министров взял обязательство и обязан будет исполнить закон, если он будет принят, то есть это будет введено. Могу сказать, что стоимость одного браслета около $1000, одного браслета. Но при этом могу сказать, что именно вот эта мера пресечения, она касается не только браслетов, она может применяться и для других форм, если будут введены. Даже проверка через телефон, там, Face ID, даже стационарные установки, как в некоторых странах дома. Расчеты они делаются, и если вы поддержите эту инициативу, то мы будем обязаны ее исполнить и профинансировать. А вот такой вопрос еще. Может ли вот применение меры в виде электронного наблюдения ходатайствовать сторона обвинения? Вот как это предусматривается при применении иных мер пресечения? У прокурора, у следователя будет такое право. Как и сегодня. Сегодня же тоже вот следователи могут подписку, домашний арест, они также будут иметь право. Предусматривается, да, в данном законопроекте? И акыркы суром бул жерден вот тиешелүү органдарда электрондук байкоо жүргүзүү үчүн көрсөтүү техникалык каражаттары бул жактан дагы бир жолу кайтылып коюңузчу. Бул үчүн канча көлүмдө жана канча бюджеттик каражат керек да сиздин анализ боюнча? Биз карап көрдүк, юстиция министрлигинде, ички иштер министрлигинде, улуттук коопсуздук комитетинде жакшы азыр уже жанагы серверлери менен бүт техникасы менен ситуационный центр деп коебуз, ошондой борборлор бар. Ошолор аркылуу гана биз иштей беребиз. Ал жерден кошумча каражат кереги жок болот. Болгону жанагы ортодо болгон оператор менен жанагы браслеттердин каражатын ал жерден министрлик кабинети бул маселе менен иштеп чечип берет деп атабыз. Рахмат. Главное, ушул жерде мыйзам кабыл алгандан кийин иштечү мыйзам болуш керек да, бул эң негизгиси да. Рахмат, ийгилик.